Согласно решению премьер-министра Японии господина Синдзо Абе и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 2014 год был объявлен годом российско-японского года боевых единоборств. И в рамках мероприятий данного года в начале октября состоялась презентация национальных традиционных видов боевых единоборств народов России в городе Токио. На презентации участвовали делегации города Москвы, которые показывали самбо, казачье боевое искусство показывали представители Ростовской области, также представители Республики Татарстан показывали татарскую борьбу куреш, и делегация Республики Саха-Якутия показала презентацию якутской традиционной борьбы хапсагай и масс-рестлинга. На презентации Республики Саха-Якутия, в которой мы участвовали, большой интерес у японцев вызвал именно масс-рестлинг, потому что на любительском уровне, без специальной подготовки, можно в нем попробовать. Мы установили там доску для упора, был судья, Иван Белолюбский в частности, и очень много людей участвовало. И молодые, и старые, и даже девушки участвовали, садились, перетягивались, пробовали как. Очень азартно и весело было. Японцы много видов представили. Конечно, огромный интерес вызвало сумо у нас. Показательные выступления сумоистов были очень интересные. Лично у меня тоже огромный интерес вызвало искусство кендо, фехтование на японских мечах. Показательные выступления, причем мечи железные и явно острые. Они с ними выступали, показывали там определенные свои приемы. Очень интересно, очень красиво. В целом, самобытная культура, там, в принципе, много было представлено видов, в том числе, например, стрельба из лука. У них как-то это очень интересно было показано, очень ритуализировано, как-то, очень интересно, и стреляли вполне себе практически в цели.